Погода такая переменчивая сегодня. Я надеюсь, мы сможем с вами пообщаться, пока не пойдет дождь. А то будет обидно, правда же? Ну да, что скрывать. Мы с вами посмотрели сразу на здание, у которого мы сидим. Это здание парламента. К сожалению, вы не попали в парламент и не работаете сегодня внутри этого здания. И если даже на улице у этого здания мы не сможем записать интервью и пойдет дождь, это будет обидно. Поэтому начинаем. Самая долгая предвыборная кампания стартовала зимой, а завершилась летом. Округ номер 8 на парламентских выборах отличился не только своей продолжительностью, но и цифрами. Во втором туре кампании кандидаты набрали равное количество голосов в 989. Один голос, всего один голос, и вы могли сегодня быть депутатом парламента. Обидно? Несомненно. Ну, как говорится, как мне одного голоса не хватило в тот раз, так и моему оппоненту такого же одного голоса не хватило. Вы анализировали позже, как могла бы сложиться ваше будущее, если бы вот этот один избиратель в тот день пришел бы и проголосовал бы за вас? Я, баллотируясь в народное собрание, примерно думал о том, с какими идеями я иду. Несомненно, да, несомненно. Вот я думал об сказала этом, да. вначале, что это была самая долгая предвыборная кампания. Несколько месяцев вы потратили столько сил, столько времени, и наверняка финансовые были затраты. Вы считаете, все было зря? Нет, ни в коем случае. За эти полгода я приобрел очень многое, много новых знакомых, много новых интересных личностей, которые поддержали меня в том числе. Было интересно. На самом деле было безумно интересно. Первая кампания была сложная, ввиду того, что это первые мои такие крупные выборы. До этого я избирался в городское собрание, но это, так сказать, детские выборы по сравнению с тем, что было сейчас. И этот результат 989 в первую очередь, наверное, по неопытности. Там, анализируя прошлые события, там было где добавить. Было где добавить. Ну да. это что было все-таки упущение вашего штаба, вас самого, ваших соратников? Да, несомненно, мы немного не доработали. Немного, как и мой оппонент наверняка. Я думаю, что если подумать, он тоже 3, 4, 5, 10 человек. Но в итоге у него есть результат. Да, Да. есть. Вот в чем обида. Скажите, по поводу того, что где-то что-то не доработали, это вы говорите сейчас о первой кампании. Да, Дальше, безусловно. какие этапы вы проходили и что-то менялось в вашей предвыборной кампании? Во второй раз, во второй кампании уже мы несколько изменили работу. Добавили еще один штаб, так как округ один из самых больших в городе. Ну и дабы охватить максимальное количество избирателей, мы дополнительный офис открыли, набрали некоторое количество людей, которые нас и так поддерживали, но, так сказать, которые заняли это помещение и начали работать уже на конкретном участке. На кого вы опирались? Вот кто был в вашем штабе? Это люди, с которыми вы лично были знакомы, ваши друзья, родственники. Как приходили в штаб? Как вы организовывали эту работу? Честно скажу, так как округ у нас большой, один из штабов
возглавили там мои соседи, родственники, с которыми я непосредственно вырос, общаюсь и дружу. Вторая часть избирательного участка, так скажем, да, она, ну, я там не проживал, да, хоть мы как бы относимся к одному избирательному участку, но все равно это какая-то протяженность, там поменьше было знакомых, и в этом плане несколько тяжелее работать. Но мы старались привлекать людей к работе, которые, ну, проживают непосредственно в этих участках. Нас, если взять Маякский штаб наш, да, нас там поддержали. Обычно больше шансов у представителей большой фамилии. В этом смысле у губазовцев немного. Если взять работу в штабе, да, только по спискам у нас представителей фамилии Адлиева было более 100 человек. Хотя во второй кампании это, ну, не сильно сказалось на результате у моего оппонента, ну, одного из оппонентов. Голоса избирателей менялись в первой кампании, во втором туре, во второй кампании? Вы знаете, казалось бы, их должно было стать меньше, ну, из-за того, что и мы уставали, и наши соседи уставали, и наш избиратель тоже, безусловно, уставал. Но, как ни странно, на избирательный участок приходило все больше людей. На каждом этапе их было все больше и больше. Многие кандидаты, с кем мне довелось пообщаться, говорили, что люди неохотно выходили навстречу к кандидатам, не проявляли интереса к выборам в парламент. У вас какой был опыт? На самом деле, ввиду того, что это была очень продолжительная кампания, первый тур первой кампании очень отличался от второго тура второй тем, что уже не было пандемии коронавирусной. Да? Вначале мы проводили только встречи на открытом воздухе, максимально старались использовать средства индивидуальной защиты, да, там, антисептики и так далее. Лишний раз старались не беспокоить людей. Там очень многие болели в тот период, и, возможно, результат по явке как раз с этим и был связан. Что люди, кто-то боялся выходить, кто-то только переболел и старался дома отлежаться. Далее же уже, как говорится, по нарастающей все шло, и люди устали уже к перевыборам, да, нашим, подустали и плохо выходили. Ну, плохо выходили, тяжело выходили очень. По большому счету, каждый кандидат, приходя на встречу с избирателями, он говорит одно и то же. Кто-то обещает слишком много, как говорится, потом, проходя, забывает свои обещания, с чем и связана апатия, да, к выборам наших избирателей, к сожалению. Что вы обещали? Вы знаете, я ничего не обещал. Я, избираясь в городское собрание, ничего не обещал. Потом проще работать. Я могу работать с чистой совестью потом. То, что у меня получится сделать для своих избирателей, для своей страны, я это сделаю от чистого сердца, с чистыми помыслами. Какие-то обещания, которые невозможно исполнить, ну, я считаю, что неправильно давать. Победа любой ценой, так скажем, это не про меня. Вот сейчас, когда вы анализируете эти выборы, можете подвести для себя какой-то итог? Хотя вы жили в этом районе, но, может, что-то новое вы узнали, какой-то багаж знаний появился? Или на самом деле эти полгода просто впустую потраченное время? Нет, ни в коем случае. Как я уже говорил, самое главное – это новые знакомства, которые я приобрел. Я могу сказать, что я приобрел настоящих друзей, новых друзей. Касаемо какого-то жизненного опыта, наверное, стоит еще немного времени подождать, да, чтобы понять, как это вообще на моей жизни скажется, как я смогу это применить. Но, безусловно, какую-то работу над ошибками я проделаю. Какими ошибками? Вы считаете, что были ошибки? В первой кампании они были, во второй,
Во второй, не скажу, что мы что-то могли еще сделать, честно. Вот на сегодняшний день я как бы долго об этом думал. Я не могу придумать такое действие, да, которое мы могли бы сделать, чтобы результат улучшить. Вы сделали все, что вы могли сделать, но избиратель на несколько голосов дал больше вашему оппоненту. Вы знаете, да, мы вот этот результат второго тура, второй кампании, с этими цифрами на прошлых выборах с большим отрывом победил прошлый депутат. С этими цифрами, которые вы... Которые, да, у нас получились во второй кампании, именно с ними как раз таки даже несколько меньше они были у прошлого избранника, да, народного. Не всегда, знаете, как возможно прыгнуть выше своей головы, наверное. Команда моего оппонента, стоит отдать ей должное, они очень хорошо поработали. Такое количество людей на избирательный участок никогда не приходило. Какая была разница в голосах? Во втором туре 95 голосов было. Вы проиграли на 95 голосов. Да, да. Вот вы говорите, что надо отдать должное штабу оппонента, они хорошо поработали. Что важно на выборах? Твой электорат, либо финансовые какие-то затраты, может быть, сам кандидат или еще что-то? Как мне кажется, в первую очередь необходимо найти ключик к своему избирателю. Район у нас большой, но в принципе проблемы везде одинаковые. К сожалению, нашего избирателя сейчас, голосуя, да, за кандидата в народное собрание, в первую очередь интересуют его бытовые проблемы. Он не всегда смотрит на то, какую пользу он может принести народному собранию и республике, будучи депутатом именно народного собрания. Говорить о депутате городского собрания – это вообще другое. Там выбирается хозяйственник, который непосредственно и работает, так сказать, в поле. Как мне кажется, депутат народного собрания – это чуть-чуть другое. Часто на встречах мы начинали о своей программе говорить, там, о документах, которые необходимо принять, там, нормативно-правовых актах, градостроительном кодексе, земельном кадастре и так далее, но не находили точки соприкосновения именно по этим вопросам с нашими избирателями. И как-то Не эти темы хотел слышать избиратель. избирателя нашего интересует в первую очередь его дорога. Как вы знаете, на Маяке отсутствует канализация. Свалка хоть и закрыта, но она не законсервирована. Много больших бытовых проблем. В принципе, я, наверное, могу понять своего избирателя. Без решения этих проблем ему, наверное, все-таки не интересно то, что какие законы принимаются и так далее. Ну разве депутат парламента сможет решить проблему с дорогой, с мусором? В законодательном органе эти вещи не решаются. Ну, смотрите, если сказать, что совсем не может повлиять, это тоже неправильно. При формировании бюджета депутат имеет больше возможностей, нежели городской депутат, да, заложить именно в республиканский бюджет какие-то дороги, там, прокладку определенных коммуникаций и так далее. У нас городской бюджет, он-то на больше чем 50%, вернее, расходная часть городского бюджета практически на 50-60% состоит из выплаты заработных плат. Соответственно, там, с этого миллиарда остается там, 300, 400, 500 миллионов, которые необходимо распределить по всем управлениям и отделам. И там уже что-то закладывать городскому депутату практически очень сложно. То есть там глобально какую-то там условную Чукбар-улицу заложить практически нереально. Всегда на выборах кандидатам клеится некое такое клеймо, что ли, негативное отношение
что голоса покупаются. Ну, думаю, вы и сами это слышали. Вот сейчас многие, кто наблюдал за этими выборами в парламент, начали говорить о том, что вот такого подкупа на этих выборах не было. У вас есть на этот счет мнение? Вы знаете, я тоже, ну, как простой обыватель, часто об этом слышал и так далее, но, честно, не столкнулся. Не столкнулся. Не приходили к вам в штаб, например, не говорили, вы даете нам какую-то определенную сумму, а мы вам столько-то Да, голосов приходили, наберем? конечно. Приходили? Да, да. Оказывается, слухи на чем-то основаны. Нет, конечно, но это, знаете, как это человек, который, не знаю, может, привык он. Дело в том, что... Своего рода заработок, что ли? Возможно. Не могу сказать. Как я уже говорил, это мои первые выборы. Я начальником штаба там ни у кого не был, чтобы как где-то с этим столкнуться. Несколько дико было, честно вам скажу. Приходили там и мужчины взрослые, солидные, и женщины со списочками. Там у меня 100 человек есть. Но это, честно, смешно. А вот какие-то вот социальную поддержку не просили там для семьи то-то, то-то, а мы вам отдадим вот в нашей семье 10 голосов, и мы за вас проголосуем. Вы знаете... Какая торговля велась? Торговли не было. Приходили, обращались, безусловно. Кто-то какую-то гуманитарочку просил и так далее. Там, на самом деле район очень сложный. Будучи депутатом городского собрания, ну, мне уже приходилось работать в этом направлении. Да? Там есть семьи, которым ну, реально очень тяжело. Вплоть до того, что дети там, в марте месяце бегают в галошах, и там, к сожалению... Почему? У этих детей родителей нет? Родители Работы есть. нет? Родители есть, ну, не знаю, так жизнь сложилась, к сожалению. Это абхазские семьи? Абхазские, да. Смешанные, где-то абхазские. Там даже бывало так, что люди в деревне дом свой отцовский продавали, в город перебирались, и вот в таких условиях детей пытались воспитывать. Худо-бедно они их смотрят, все лучше, наверное, чем детский дом детей забирать. Просто надо помочь до того периода ребенка, да, когда он должен пойти в университет, помочь там с каким-то профильным образованием. Может, сейчас есть замечательная программа «Жилье 2022», по-моему, она называется, по которой, оказывается, там может не колоссальная поддержка, да, там, но какая-то, по крайней мере, семьям нуждающимся. Самая главная инвестиция в такие семьи – это инвестиция в образование. Там, то есть ребеночек должен понимать, что там, будет ему 18-20 лет, он отучится, какое-то там профильное образование, скажем, там, электрик, сантехник, они замечательно зарабатывают эти профессии. Вы всегда честно общались со своими избирателями? Да, положа руку на сердце, могу сказать, что да. Но в политике это не выигрышно, не всегда выигрышно. Согласен, как мой пример показал, что не всегда, да, но есть такие моменты, через которые, как я считаю, не стоит переступать, если мы хотим сделать шаг вперед. У вас есть опыт, где хотите его применить? Говорить о том, что я каким-то политиком стал, наверное, неправильно, тем более, что политика как-то стала у нас, знаете, именем нарицательным в нашем обществе. Я просто хочу приносить пользу своему обществу, своему государству. Хочу, чтобы моим детям не было стыдно за их отца, за его действия. Звучит немножко пафосно. Возможно, но я так живу. Я так живу с такими мыслями. Но хочется что-то после себя оставить хорошее. Вы были депутатом городского собрания. Знаете, что говорят в народе? Если у тебя нет работы, иди в местное самоуправление.
Вы не обижайтесь. И депутаты городского собрания не обижайтесь. Я уверена, что там есть ребята и образованные, и те, которые делают все, чтобы выполнять функции депутата местного самоуправления. Но так говорят. Поэтому я хочу знать на уровне депутата городского собрания или районного собрания, что можно сделать. Смотрите, если взять именно городское собрание, то хочу сказать, что мне довелось познакомиться в нашем созыве с очень грамотными ребятами. У них колоссальный потенциал. Вот именно у нашего созыва был. Это вот какой созыв? Это, получается, 6-й созыв городского собрания. Трое из коллег моих сейчас находятся в этом здании. Один из них спикер, и, соответственно, 2 депутата. Это Дима Маршаня и Нарсоу Салакая. Городское собрание может быть неким таким трамплином для народного собрания? Безусловно, я считаю, что оно и должно быть, потому что человек может показать его возможности в плане работы с избирателем. Помимо этого, в нашу бытность, в городском собрании мы некоторые поправки предлагали Народному собранию, дабы увеличить полномочия городских депутатов. Ну и хотелось бы отметить еще тот факт, что на самом деле именно сейчас я не беру районные собрания, мне чуть-чуть, наверное, неправильно будет о них говорить, потому что я слабо представляю, что там происходит. Если взять именно городское собрание, нами был предложен проект закона о столице, где жители именно города Сухум имели бы возможность выбрать главу администрации города. При этом депутаты городского собрания, они, если сейчас они, получается, у нас на общественных началах работают, и многие вынуждены основное место работы свое не покидать. Получается, они совмещали, так сказать, хобби у них такое, людям помогать. Я так понимаю, что вы хотели, чтобы зарплату они получали? Во-первых, зарплату, и во-вторых, чтобы они с основного места работы ушли. Вот опять нагрузка на бюджет. Незначительная. Если там без зарплаты люди так хотят попасть в городское собрание, если еще и зарплата будет, вы не думаете, что там конкуренция будет бешеная? Тогда хотя бы, даже если пусть без зарплаты, тоже не совсем правильно человека с основного места работы убрать и не дать ему зарплату. Тоже, я считаю, неправильно. В данном законе о столице были такие идеи. Прямые выборы именно главы города Сухум, потому что у нас есть приграничные территории, и там, насколько правильно выбирать, это как бы еще спорный вопрос. Но таким примером можно было бы сделать именно Сухум. Какая была реакция на ваше предложение? Не приняли, не обсудили? Мы решили спросить у наших горожан, насколько они хотят выбирать главу администрации. Начали собирать подписи, вернее, не начали подписи собирать, а просто вышли с предложением провести опрос среди горожан, так сказать, местный референдум. Наше решение глава государства отменил, тогда Рауль Джумкович Хаджимба был главой, в общем, отменили. И... По поводу вашей работы поговорим в таможне. В чем заключается ваша работа? Чем вы занимаетесь? Интересно это вам? Довольно-таки, на самом деле, очень живая организация на сегодняшний день, таможенный комитет. Одна из самых живых, наверное. Очень интересно. Я работаю в отделе таможенного оформления и таможенного контроля на таможенном посту Сухум. Эта работа вам интересна? Честно говоря, после насыщенных 5-6 месяцев предвыборной кампании, кривить душой не буду, не так интересно. Не так интересно. Были выборы, да? Да, безусловно, безусловно. Во-первых, интереснее, во-вторых, это, наверное, несколько другой уровень уже. Там ты непередаваемые чувства, знаете, когда ты там общаешься с людьми, пытаешься
какую-то посильную помощь оказать, где-то там с документами помочь и так далее. И благодарность людей, это очень приятно. Мы можем снимать? Дождь Да, пошел. пока снимаем. Снимаем, хорошо. Терпим, чё, Летний дождь. Загадывать не буду. Хочу немного отдохнуть, тем более сейчас летние каникулы. Соберусь с мыслями, дальше видно будет. Мы с ребятами, с моими друзьями, единомышленниками сходимся в той мысли, что если мы хотим что-то менять, нам надо консолидироваться, возможно, создадим какую-то молодежную общественную организацию без политической привязки. Удачи. Но я не могу на этом закончить интервью, потому что у меня есть вопросы. Если я вдруг не успею задать их сейчас, наверное, мы пойдем искать уютное местечко, теплое, сухое, в Сухуми, если вы не против. Еще минут 10-15. Опять, получается, не хватило чуть-чуть, чтобы закончить интервью, как и вам не хватило чуть-чуть, чтобы победить на парламентских выборах. Что вы нам посоветуете? Я Если хотела... сворачиваемся, тогда... Нам еще 10 минут Ну, только вообще надо. пока терпимо, зачем? Уже нетерпимо. Вы по специальности экономист, управленец предприятия. Окончили Московский вуз. Вы не работали по своей специальности? Нет, к сожалению, не довелось. Почему так сложилось? Работу не нашли или работа вас не нашла? По большому счету у нас больших производственных предприятий в республике нет, там несколько частных, но трудоустроиться туда не довелось, как говорится. Может, немного об экономике Абхазии поговорим? Как видите ее развитие, какие перспективы? Честно скажу, я небольшой эксперт, но во время предвыборной кампании, да, мы старались максимально поговорить с экспертами в разных областях. И определенное видение проблем у нас сложилось. В первую очередь нашей республике не хватает финансовых средств, инвестиций, будь то внешних, либо внутренних. На сегодняшний день планируется строиться замечательный объект в Пицунде, санаторно-курортный комплекс. Вы сейчас говорите о Москве Резорт? Я, честно говоря, не знаю, под каким названием они будут функционировать, но я знаю, что для функционирования любого объекта необходимо снять определенные инфраструктурные ограничения, такие как отсутствие канализации, дефицит электроэнергии, подведение определенных тех же электрических сетей. Да? На сегодняшний день у нас существует дефицит в генерации собственной электроэнергии. Разницу мы покупаем у Российской Федерации. Там, в конце года у нас, как говорится, этот... Переток. Да, так называемый Да, переток. да. Это довольно распространенное явление во всем мире. Мы несколько тяжело к этому относимся, но собственной генерации у нас не хватает. Это факт, и с этим надо что-то делать. Создавая предприятия, мы только увеличиваем этот дефицит. Но опять-таки не создавать их мы не имеем права, так как это... Не создавая, не заработаешь. Не да. заработаешь и Да. не будешь развивать экономику. Я что- так понимаю, Да, вашу мысль? однозначно. А чтобы создать, необходимо снимать поэтапно хотя бы эти ограничения. Ну, такой своего рода такой замкнутый круг у нас получается, из которого надо выходить. Надо выходить и не бояться привлекать инвестиции. Проблемой может быть, что малочисленное население в Абхазии? Безусловно, безусловно. Если взять всю ту же туристическую сферу, да, то в летний период наблюдается дефицит кадров, большой дефицит кадров, с которым, по большому счету, мы своими силами не справимся. Привлекаются рабочие, да, там, будь то с России, с Украины, но нам, я считаю, в этом направлении необходимо
Благо у нас есть потенциал, да, наши соотечественники, наши репатрианты, нам в этом направлении надо работать. Их огромное количество живет не у нас. Их надо возвращать, им надо помогать. А как говорят военные, какой солдат не мечтает быть генералом? Вот если бы вы стали бы министром экономики, какие бы вы предприняли бы шаги, чтобы изменить эту ситуацию? Вы вообще об этом думали? Не примерял на себя эту должность, но, как мне кажется, министр экономики должен начать именно с привлечения инвестиций и создания базы для привлечения этих инвестиций. У нас на сегодняшний день все еще не принят земельный кадастр, не принят градостроительный кодекс. Без принятия этих документов инвестору непонятны условия игры. Сегодня очень сложно убедить человека вложить там миллиарды рублей, дай бог долларов, в объект, на который у тебя, на оформление которого у тебя там 2-3 года может уйти. Хочу немного узнать о вас. Вы родились и выросли в том округе, где избирались, на Маяке. Не совсем так. Я родился и вырос в городе Сухум на улице Дзидаря. Это, получается, смежный участок. Жили мы там где-то до 2012 года, дай бог памяти, может, 2010. Дом, где мы проживали, был признан аварийным. Это как раз рядом с железнодорожным управлением, да, с управлением железной дороги. Он был снесен, и нас перевели жить, соответственно, вот на улицу Бегуа, где мы сейчас и проживаем. У вас есть брат, вы семейный, у вас есть дети. Большая у вас семья? У меня брат есть младший, да. Оба семейные. У меня дочь и сын, у брата сын. Я знаю, что в вашей семье была трагедия. Сложно и спрашивать, и, возможно, отвечать на такие вопросы, но тем не менее, хочу спросить про вашего отца. Как его не стало? В 1994 году не стало отца. Он занимался бизнесом и так, по стечению обстоятельств определенных без вести пропал. Вот. Об этом мне, наверное, не очень тяжело говорить, тяжелее там, моей матери, моей бабушке было бедное, тяжело об этом говорить. А я и не знал его, по большому счету, не помню. Сколько вам было? Мне 3 года тогда было, я, к сожалению, своего отца не помню, так только по рассказам. Вы не пытались хоть какую-то весточку найти все эти годы? Неужели ничего не известно? Вы знаете, там своя долгая и грустная история была. Не хотелось бы об этом. Ну и грустно не хочется заканчивать нашу с вами сегодня беседу. Поэтому хотела бы узнать вот еще что. В одном интервью вас спросили, власть или деньги. Вы ответили совесть. Почему вы так ответили? Ну, понятно, что власть и деньги – это какая-то антиреклама, человек так отвечать не будет, но вы сказали именно совесть, а не что-то другое. Не счастье, не здоровье, а совесть. Ну, у меня такие приоритеты. А что такое совесть? И как распознать человека с совестью? И чего вам не позволит ваша совесть? Мы, воспитывая детей, строя наше государство, апеллируем нашим кодексом Апсуара. Да? В Апсуара одну из первых ролей занимает совесть, аламас. Мне это очень близко, так скажем. Есть определенные вещи, на которые я при любых обстоятельствах, несмотря ни на что, не могу пойти. Возможно, поэтому я сейчас на улице нахожусь, да, а не в нашем кабинете, да? Я понимаю, о чем вы говорите. В начале предвыборной кампании как-то вот мы с вами пообщались. Вы помните этот момент? Мы с вами пообщались, и я еще подумала, ну как же он смущается. То есть вот
мне так показалось, что перед публикой вы не привыкли говорить и немного смущались. А сейчас все-таки я вижу, что вы привыкли говорить на камеру и уже собираетесь мыслями. Было такое? Было, несомненно, но честно вам скажу, что я и сейчас смущаюсь, и мне сейчас все еще несколько трудно говорить, но все это приходит с опытом. Возможно, это снова прозвучит пафосно. Главное, чтобы наши мысли и помыслы чисты были, а жизненного опыта мы успеем набраться еще. Люди бывают разные, и мне приходилось с разными людьми общаться в проекте «Лидер». Я верю в вашу искренность. Удачи! Спасибо. Спасибо.